смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Вчера во всем мире отмечался День пожилых людей. О том, какие мероприятия были посвящены празднику в Сосногорске, вы узнаете в этом выпуске. А пока некоторые его темы. Мусорный вопрос. Специалисты Ухта-Жилфонда и управления ЖКХ встретились с председателями гаражных кооперативов. Призвание всей жизни. Педагог дошкольного образования поделилась секретами профессионального мастерства. Возраст мудрости и благородства. В Сосногорске прошел конкурс среди представительниц старшего поколения. Несмотря на то, что мусорная реформа началась в регионе еще в прошлом году, она до сих пор вызывает массу вопросов. Как у жителей, так и у представителей различных организаций. Региональный оператор Ухта-Жилфонд проводит разъяснительную работу. Однако ее, как показывает практика, явно недостаточно. Это подтверждает и недавняя встреча представителей регооператора, а также специалистов управления ЖКХ с председателями гаражных кооперативов. В начале встречи представители гаражных сообществ озвучили самые наболевшие вопросы. Их оказалось действительно немало. Я как житель не проживаю в гараже, на даче или еще где-то. Производить мусор я никакой не произвожу. Экономической деятельностью я не занимаюсь. То есть как председатель и как мои члены кооператива. У меня все в один голос повторяют, что мы утилизируем свой мусор по месту проживания. Представители рекооператора пояснили, что закон един для всех и исполнять его необходимо. На сегодняшний день Ухта-Жилфонд предлагает заключить договоры на вывоз скопившегося мусора по фактическому объему. Потому что если этого не сделать сейчас, то вскоре придется платить по нормативу. Я знаю, сейчас в Министерстве энергетики разрабатывается тариф, он отдельный для вас, для гаражных кооперативов, и с 1 января он будет применяться. Ухта-Жилфонд при этом поясняет, что в случае заключения договора на вывоз мусора по факту, счета на оплату будут приходить только после подписания актов выполненных работ, в которых будет указано, сколько точно кубов вывез рекооператор с территории конкретного гаражного кооператива. Это позволит избежать переплаты со стороны потребителей, чего невозможно будет сделать при выставлении счетов по нормативу. Договор будет заключен и будет оплата происходить по факту, по выполненной работе. Будет составляться акт, чтобы работа выполнена, и только после этого будет приходить квитанция на оплату этой данной услуги. При этом специалисты говорят о том, что когда нормативы вступят в силу, придется оплачивать услугу независимо от того, оказывалась она на самом деле или нет. И платить придется за весь период, то есть с ноября 2018 года, когда вступил в силу закон. Самый понятный пример – счетчики на воду. Если они есть, то оплата идет строго в соответствии с их показаниями. А если счетчиков нет, то счета выставляются по нормативу, умноженному на количество проживающих, независимо от того, пользовались они водой или нет. Бурное обсуждение вызвало и обязанность кооперативов самостоятельно оборудовать контейнерную площадку. Заместитель начальника управления ЖКХ Виктория Гоголева пояснила, что в законе говорится однозначно – обязанность по оборудованию контейнерной площадки лежит на заинтересованном лице. В данном случае на гаражном кооперативе. В случае, если гаражный кооператив принял решение, что хотят оборудовать контейнерную площадку, либо приобрести и установить бункер, им нужно прийти в управление ЖКХ, написать заявку на согласование места размещения оборудования этой контейнерной площадки, принести схему, нарисованную от руки, взятую с Яндекс.Карт и отмеченное предполагаемое место размещения бункера. Управление ЖКХ направит запрос в ресурсоснабжающие организации на местонахождение коммуникаций. Направим запрос о согласовании предполагаемого места в Роспотребнадзор, и будет выдано согласование установки контейнера либо бункера. Дальше гаражный кооператив устанавливает свой бункер либо контейнер и подает заявку в Ухта-Жилфонд на вывоз мусора. Оборудоваться контейнерная площадка может разными способами. Это либо твердое основание и обустройство периметра, если будут устанавливаться баки, либо приобретение бункеров. Несмотря на сложности в организации процесса вывоза мусора из гаражных массивов, положительные примеры в Сосногорске есть. Сегодня мы заключили договор, и завтра нам поставят 8-кубовый бак на территории. То есть по факту. Не так, как нам предложила Ухта-Жилфонд, там по тарифам по 120 рублей с каждого машиноместа. Мы посчитали, это выходит на кооператив, и в месяц платить 56 тысяч. Мы собрали правление, обсудили этот вопрос и решили 50 рублей, то есть 600 рублей в год. Экспериментально. Мы не знаем, как это будет. Может, этот бункер наполняться будет месяц, может, 2 раза в месяц. Это 18 тысяч, но не 56, это одно. Мы людям просто объяснили эту ситуацию.
Может быть, со временем мы поставим у нас 8 рядов, кооператив 478 гаражей, мы, может быть, поставим в каждом ряду, мы пока не знаем. Но экспериментально, вот для пробы, чтобы как-то решить этот вопрос, мы вот решили таким макаром. Муниципальные власти также напомнили собравшимся, что за организацию несанкционированных свалок на территории населенного пункта грозит административное наказание, где штрафы исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Один из присутствующих поинтересовался, можно ли вывозить мусор самостоятельно. Откройте газету, и там написано конкретно «Вывоз мусора на свалку». Я ему конкретно дал денег, он в любой момент приехал. И зачем мне этот договор? Представители и регионального оператора, и управления ЖКХ в один голос ответили – нельзя. Предоставлять услугу по сбору, вывозу и утилизации ТКО на всей территории республики имеет право только одна компания – «Ухта-Жилфонд». Все ранее заключенные договоры на вывоз мусора автоматически прекратили действовать с 1 ноября 2018 года. Полигоны у таких якобы сборщиков мусор не принимают, поэтому чаще всего он оказывается в лесу. Более того, если такого участника поймают, то рано или поздно разбирательства приведут и к заказчику, а это, напомним, немалые штрафы. Чтобы избежать неприятностей и постараться содержать территории гаражных кооперативов в порядке, представители рекоператора призывают заключить договоры с Ухта-Жилфондом в ближайшее время. Контакты на ваших экранах. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 27 сентября педагоги дошкольного образования нашей страны отметили свой профессиональный праздник. Без их работы невозможно представить свое детство. Наверное, каждый из нас навсегда запомнил имя своего первого воспитателя. А вот имя музыкального руководителя 11-го детского сада знают многие жители города. Ведь она воспитала не одно поколение сосногорцев. Воспитатель детского сада – это поистине почетная профессия. А если еще с юного возраста он воспитывает в детях любовь к музыке, то это по праву можно считать наивысшим благородством. Людмила Геннадьевна Кочетова вот уже более полувека работает музыкальным руководителем в Сосногорском детском саду номер 11. Училась я в Ивановской области, в городе Кинешма. Закончила дошкольное педучилище в 1968 году. Будучи еще юной девушкой в возрасте 18 лет, Людмила приехала в Сосногорск. Как вспоминает сама героиня, для нее это было полной неизвестностью. Я ведь не знала, что я буду музыкальным. Ведь диплом у меня на воспитателя, а сразу музыкальным послали. Конечно, вот это было все так незнакомо, все неизвестно и страшно. Пришла сюда, когда в детский сад была заместитель моей заведующей, меня спрашивают, привела сюда музыкальный зал, говорит, что вы умеете играть? Ни за что не догадаетесь, какой у меня был ответ, ничего. Так с этого все и началось. А началось все с песни композитора Аркадия Филипенко «По малину в сад пойдем». Она стала стартом музыкальной жизни Людмилы Кочетовой. Чтобы подтянуть знания, она даже посещала местную музыкальную школу и брала уроки на дому у старших педагогов. В соседнем саду была уже такая в возрасте музыкальный руководитель Янковская Ева Иосифовна. Я к ней домой ходила, занималась. Так постепенно Людмила влюблялась в музыку, а затем передавала эту любовь своим воспитанникам. Работа с детьми – это вся моя жизнь. Я ведь всю свою жизнь посвятила только работе. 51 год только. Ну, я их люблю. Хочется надеяться, что и они меня любят. И надеяться не зря. Даже будучи уже совсем взрослыми, а в этом году первому выпуску Людмилы Геннадьевны исполнилось уже 57 лет, они узнают ее на улице и всегда находят добрые и теплые слова для любимого воспитателя. Вот буквально в начале сентября я видела со своей выпускницей просто случайно. Говорю, ох, Леночку бы мне Белоусову посмотреть. Слышу сзади голос. А вот я, Лена Белоусова. Боже мой, никак не ожидала. Я их помню. Я многих помню. Но в силу того, что воспитала Людмила Геннадьевна не одно поколение, запомнить всех просто невозможно. А при встрече на улице не сразу узнаешь во взрослом человеке маленького мальчика, с которым она в свое время нянчилась. Идет такой дяденька, вот так на него смотрю. Он говорит, здравствуйте, Людмила Геннадьевна. Я уже не ломаю голову. Говорю, здравствуйте, вы кто? Он говорит, я Саша Новиков. Ну и хорошо, я тебя помню, Саша.
За полвека она успела и поработать в разных коллективах, и везде коллеги отзываются о ней только положительно. Людмила Геннадьевна у нас замечательный педагог, замечательный человек. Мы очень ее ценим. Я работаю с ней уже 9 лет. И она каждый год порывается уйти, но мы ее уговариваем, не отпускаем, потому что таких педагогов сейчас, я думаю, уже и нет. Она находит подход к любому ребенку, к любого возраста. Она учит наших молодых воспитателей, как работать с детьми. Помогает очень им. Можно сказать, что вырастила всех педагогов этого детского сада, не только которые сейчас здесь работают, а которые уже и ушли в другие детские сады. Кто-то даже из выращенных ей уже и на пенсию ушел. Но она работает с нами, до сих пор с нами в строю, и мы очень рады. То, что Людмила Геннадьевна любит свою работу, можно понять сразу. Чуткость и доброта – это те качества, которые прививает педагог им вместе с музыкой. И они отвечают ей взаимностью, делая мир вокруг себя чуточку прекраснее. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. То, что возраст не помеха интересной жизни, вчера доказали представительницы старшего поколения, принявшие участие в конкурсе «А ну-ка, бабушки». На суд зрителей и строгого жюри они представили все свои таланты. Оценила выступление и наша съемочная группа. 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. И по традиции в зале звучали теплые слова в адрес людей возраста мудрости и благородства. В зале много тех, кто строил наш город, озеленял его, растил детей и трудился долгие годы, а может быть и продолжает трудиться на благо нашего родного города. Пусть в ваших семьях царит мир и покой, доброта и забота, пускай всегда окружают вас. С праздником! Затем под бурные аплодисменты зала на сцену пригласили семью Лихачевых. Недавно супруги отметили рубиновую свадьбу. То есть вместе они уже более 40 лет. Это символично еще и потому, что в этом году свой 40-й день рождения будет отмечать и наш муниципалитет. Все эти годы супруги жили и работали в Сосногорске. Здесь воспитывали детей. В честь рубиновой даты семье вручили медаль «За любовь и верность». А в это время за кулисами уже волновались участницы конкурса «А ну-ка, бабушки». 6 прекрасных бабушек представляли не только Сосногорск. Поселки Вайвош, Поляна, Керки и село Устюхта также представили своих конкурсанток. Быть бабушкой – серьезная наука. Здесь надо мудрой и молодой. Мудрость лет и молодость души участницы программы представили во всей красе. Они состязались и в приготовлении блюд. У меня ладушки сегодня приготовлены для вас с любовью и сюрпризом. И в умении делать красоту своими руками. Форма сердца. И, как видите, посредине я выложила флаг Республики Коми. Эту композицию посвящаю 40-летию Сосногорского района. Был среди заданий и творческий конкурс, в котором участницы смогли раскрыться в полной мере. Кто-то пел песни, кто-то танцевал. Представили даже театральную постановку. Показали бабушки и то, как они умеют читать за душу берущие стихи. Звонила мама каждый день, но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна. Увидеть сына, вот мечта. Прижаться вялой щекой и прошептать: любимый мой. Участницам было что сказать публике. А бодрости духа им придавали группы поддержки. У каждой своя, и все старались поддержать конкурсанток. У жюри была сложная задача, ведь все бабушки хороши по-своему. Поэтому было принято решение для каждой учредить специальную номинацию – самой обаятельной, самой хозяйственной, самой стильной. А гран-при конкурса, по общему мнению, по праву завоевала Надежда Козлова из поселка Вайвош. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
День пожилого человека отметили и в библиотеке имени Якова Рочева. Здесь празднику посвятили тематическое мероприятие «Легко на сердце» от песни веселой. В начале встречи депутат районного совета Надежда Бочкова поздравила участников мероприятия с Днем пожилого человека, отметив, что этот праздник наполнен мудростью, теплотой и уважением. Затем работники библиотеки предложили своим читателям импровизированный полет на лайнере авиакомпании «Яков Airways» по маршруту «Детство. Счастливые годы». Вечеринка рассчитана специально на людей почтенного возраста, которых мы сегодня поздравляем, чествуем. Для них приготовили конкурсы. Они очень любят и занимательные задания, в том числе и подвижные. Среди воображаемых пассажиров оказалась и Любовь Пунегова. Она с удовольствием принимает участие в мероприятиях, проводимых в библиотеке. Я уже сюда давно хожу. Мне нравится здесь руководитель. Он интересные лекции прочитывает нам и показывает на панно. Много музыки мы тут слушаем. И даже сами исполняем здесь, когда нам предлагают. Иногда даже танцуем здесь. Я пенсионерка, мне уже много лет, скоро 70 будет. Но мне здесь очень нравится, я с удовольствием сюда хожу. Шуточные вопросы и разнообразные конкурсы пришлись участникам по душе, а концертные номера добавили хорошего настроения. Одним из наиболее атмосферных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, стала литературная встреча в Сосногорском центре комикультуры. Ее участники не только горожане, но и гости из столицы России, в том числе редактор журнала «Огонек» Ольга Солодовникова. Темой встречи стало творчество драматурга советской эпохи Николая Эрдмана. Перед началом обсуждений гости Центра комикультуры познакомились и поздравили друг друга с наступающим праздником. Я от имени территориального отделения Союза женщин Республики Коми, от имени администрации муниципального района Сосногорск, от имени депутатского корпуса я вас поздравляю с нашим праздником, который в октябре будет. Мы очень рады его встречать, мы очень любим встречаться, когда уже все дела сделаны, летние, урожай собран, и, конечно же, можно попраздновать. Встреча прошла в теплой и непринужденной атмосфере. Сосногорцы и москвичи объединились в творческий коллектив, участники которого нашли много общих тем для обсуждения. И здесь не только литература, но и история России, Республики Коми, Сосногорска и даже личные истории участников встречи. И я могу просто сразу заметить, что за эти буквально неполные 2 дня, что я здесь, на этой земле, я встретила такое количество теплых, открытых, отзывчивых людей, которые, может быть, за полгода жизни в своем городе ты не встретишь. То есть такие, знаете, как бывают мозговые штурмы в каком-то месте, ты собираешься, о чем-нибудь думаешь, о какой-то идее. А бывает такой штурм тепла, когда ты едешь к кому-то, и ты действительно ищешь живого человека, с которым можно встретиться, с которым можно пообщаться. И ты встречаешься с такими людьми, и ты видишь такие глаза, и ты соединяешь людей. Не забыли участники встречи и об ее теме. Сосногорцы и гости нашего города не только поговорили о Николае Эрдмане, но и прочитали избранные фрагменты из его произведений по ролям. Маш, я хотел тебя спросить, что у нас от обеда ливерной колбасы не осталось? Чего? Я говорю, что у нас от обеда ливерной колбасы не осталось? Знаешь, Семен, я всего от тебя ожидала. Но чтобы ты ночью с измученной женщиной о ливерной колбасе разговаривал, это я от тебя ожидать не могла. Как отметили участники встречи, за время, проведенное в одной компании, они смогли не только изучить творческое наследие советского классика, но и лучше узнать друг друга. А именно это и являлось главной целью мероприятия. Андрей Калиничев и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Получили возможность поздравить своих бабушек и дедушек с Днем пожилых людей и юные сосногорцы. Специально для них сотрудники городского историко-краеведческого музея провели творческие мастер-классы. Так, например, девчонки и мальчишки практиковались в живописи, но не обычными красками, а настоящей нефтью. При помощи этого материала гости музея нарисовали символ Сосногорска – атакующего глухаря. Музей уже не первый раз проводит подобный мастер-класс. Ребята с особым энтузиазмом идут на подобные мероприятия, потому что это не просто краска, а чистая нефть.
Второй мастер-класс был посвящен изготовлению праздничных открыток. Благодаря сделанным в стенах музея сувенирам юные сосногорцы не только приобрели новые навыки, но и получили возможность вручить своим бабушкам и дедушкам подарки, выполненные своими руками. В завершении выпуска о погоде. По-прежнему в холодном арктическом воздухе на большей части территории температурный фон прогнозируется ниже нормы в среднем на 3 градуса. Осадков станет больше. Они примут затяжной характер и будут выпадать преимущественно в виде дождя. Дневная температура повысится до 5-7 градусов. В ночные часы ожидается понижение до -2, -5. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.